Сегодня я планировал и хотел сделать, чтобы он не был похож на завтрашние выступления. Не по составу песен, которые я буду петь, потому что я, в общем, не стесняюсь, и все, что я написал, это я написал. И я никогда не делаю разницы между выступлениями, которые у меня бывают в России и которые здесь. Это всегда, ну, там две-три вещи другие, но не потому, что я там стесняюсь их здесь петь или наоборот стесняюсь их там петь, не поэтому, а просто у меня много вещей, примерно около 800, и все равно не перепоешь, и всегда одно и то же петь скучно, поэтому, может быть, будет отличаться как-нибудь сегодняшнее выступление от завтрашнего, но не слишком. И в то же время сегодня я хотел сделать, и почему я просил сделать такое выступление, в основном для людей, которые больше хотят, даже не из любопытства, даже не из-за того, чтобы что-то вспомнилось, а просто которые знают, может быть, даже больше мои вещи. Поэтому я сегодня буду вам показывать и новое, то, что вы совсем не знаете, и, конечно, старые вещи, которые там вы или успели полюбить, или узнать, когда еще были там. Вот, и, надеюсь, не забыли, пока вы все здесь. И еще, значит, вот что. Почему я хотел это сделать дома? Ну, не получилось дома, наверное, еще не у всех такие дома, чтобы можно было там собраться по 70-80 человек. Почему я хотел, чтобы была такая атмосфера? Наверное, вам захочется что-то узнать даже помимо того, что я делаю в официальном концерте. Это, знаете, как выходишь, что-то говоришь, и уже как заведенные два отделения. Поэтому, если вы захотите что-то спросить, вы, пожалуйста, ради Бога, даже, может быть, и про своих знакомых из моего мира театрального, киношного или там мира искусства. Если вас интересуют какие-то судьбы, какие-то люди, какие-то перемены у них в жизни, кто умер, кто жив, кто родился, вышел замуж, уехал, женился и так далее. Вот это я вам с удовольствием как-то и расскажу. Вот, и в общем, пожалуйста, призываю вас к тому, чтобы вы себя чувствовали так же свободно и спокойно, как я. Хорошо? Ну, так теперь тогда начну. Я, значит, по традиции все-таки, как обычно всегда, и очень часто много пишут об этом, что я включаю в свой репертуар песни военные. Это не совсем так. Это не просто военные песни, потому что это не песни ретроспекции. Я никогда не воевал, мне не довелось. А это песни ассоциации. Это песни, написанные человеком, который живет сейчас, для людей, которые тоже, многие из которых не прошли этого дела, просто на ту тему. Там интересно брать людей, которые находятся в крайней ситуации, которые нервничают, беспокоятся в момент риска на грани смерти, поэтому оттуда их просто персонажи интереснее брать, а вовсе не из-за того, что вот, дескать, я пишу песни о войне. Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Ну, а он торопился, как-то раз не пригнулся и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего. Не слыхать его пульса 43-й весны. Ну, а я окунулся в довоенные сны. И гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, 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 добрее. Ну, а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая. Я ни в тыл не стремился, ни судьбе под подол. Но мне женщины молча намекали, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко,
что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся. Ну, а он не сумел. Он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты живи, ты дотянешь! Доносилось сквозь гул. Мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там. Ну а я до земли дотянул. Встретил летчика Зуха, райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся. Он запел, не допел. Так что я вот вернулся. Глядите, вернулся. Ну, а он не сумел. Я знаю, что здесь каким-то образом пересылаются пластинки, которые я вот сделал концерты, когда были у меня в Нью-Йорке и в Америке 2 месяца тому назад. Уже кто-то успел, значит, в порядке пиратства, значит, сделать эти диски. Я на них разрешения не давал, но это не важно. Это каждый живет как может, я совсем не возражаю. Люди, может, хотят выхватить свое, почему нет, в конце концов, пожалуйста. Вот просто из-за этого некоторые люди говорили, что, мол, дескать, вот у нас уже есть диски, и приходить по 2-му разу, у кого времени нет, потом сегодня праздник и так далее. Это не совсем все верно, потому что вот эта вот самая авторская песня, которой я занимаюсь, она все-таки требует, чтобы видеть человека намного, не то что воздействие сильнее, а, например, это ведь манера беседовать с людьми, и так же, как мне необходимы люди, может быть, даже больше, чем я вам, потому что у меня есть возможность такому большому количеству людей рассказать о том, что меня волнует и беспокоит в данный момент. Это, в общем, не каждому дано. Мне страшно повезло в этом смысле, и не только там, но теперь и здесь. Здесь оказалось, что здесь все больше и больше с каждым годом, и русская аудитория растет, но уже есть интерес и у там, французов, у американцев, которые все больше и больше узнают, пишут и хотят слушать. Но все равно для этого рода песни, вот, которой я занимаюсь, необходимы люди, вот так вот сидящие перед глазами. И также и для вас намного, я убежден, не просто воздействие, а смысл вещей доходит намного сильнее, чем когда вы их слушаете с пластинок. Вот, поэтому, я думаю, надеюсь, что сегодня вы не будете разочарованы тем, что я даже буду петь вам песни, которые вам знакомы, как, например, вот следующая. Песня называется «Случай в ресторане». В ресторане по стенкам висят тут и там 3 медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь». «Закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесу». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что ж», — сказал, захмелев капитан, «водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, и кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, Иуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной, и он все больше хмелел. Я за ним по пятам, только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором». Не надо. Как засмотрится
мне нынче, как задышится. Воздух крут перед грозой, крут до вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют, да все из сказок. Птица силен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алконоз. Словно 7 заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица Гамаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, медный колокол. То ли возрадовался, то ли осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою да сказочной страною. Перед солоно да горько, кисло-сладкою, голубою, родниковою, ржаною. Грязью чавкая, жирной да ржавою, вязнут лошади по стремена, но влекут меня сонной державою, что разгизла, опухла от сна. Словно 7 заветных лун на пути моем встает, то мне птица Гамаюн надежду подает. Душу сбитую утратами да тратами, душу стертую перекатами. Если до крови лоскут истончал, золотаю, золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал, чтобы чаще Господь замечал. В Ленинграде городе у 5 углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкалина, скандалил, ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать, где шпана и воры, где просто не видать, не сравнить с Афинами. Прохладно, правда, шведы с финнами. Ну ладно, в Ленинграде городе, как везде такси, но не остановите, даже не проси. И если сильно водку пьешь, по пьянке не захочешь, а дойдешь к стоянке.
вот, а эта зарисовка о Париже называется, значит, «Письмо к другу». Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь, издам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане, пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане, лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете теперь особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане, пассатижи. Это как бывает, присылают письма и спрашивают, что вы имели в виду под той или иной песней. Ну, во-первых, что я имел в виду, то я и написал. Значит, каждый понимает в меру своей образованности. Это я совсем никогда не могу регулировать впечатление от песни. Это совсем другой вопрос. Но бывает, там близко попадают в точку, или кому-то что-то захотелось увидеть, но все-таки близко к тому, что я имел в виду. А с этой песней у меня был случай, я ее спел в Иркутске, как раз в бане. И вот, значит, начали они жутко хохотать. Я был у старателей в старательских артелях. Кстати, потом спою вам об этом песню. И сидел какой-то человек, который, ну, до слез. Прямо так он умирал от хохоту. Я ему говорю, да что ты все так смеешься? Уж все отсмеялись. Он говорит, ну, откуда, говорит, ты это все знаешь? Я говорю, чего знаю? Я говорю, а что видел? Он говорит, ну, это же песня не про Париж, это же про Иркутск. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что у нас открыли новые бани сейчас в городе, так там гвоздей столько, что действительно там впору их вытаскивать, понимаешь? То есть совсем наоборот, но вот она сработала таким образом почему-то. Теперь я хочу вам показать песню, которую совсем еще, пожалуй, никто и не знает. Это такая шуточная песня или полушуточная, как хотите, которая называется «Почему аборигены съели Кука?». Кук плавал где-то в районе Австралии, открыл Новую Зеландию, плавал на островах, его где-то съели. Значит, съели, ну, как это часто бывает, ничего от него не осталось. И вот история одной научной загадки, или почему аборигены съели Кука. Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук. Там в кружок усевшись под азалией, поедом с восходу до зари, и ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что ихний вождь большая бука, что кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. Была ошибка, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, совсем без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в теме, и нету Кука. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения, что всех наускивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте Кука. Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука. Кому-то под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету Кука.
А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, переживают, что съели кука. Ну, это... Я был в Полинезии и спрашивал, почему, собственно говоря, каннибализм так процветал. Они говорят, ну, в общем-то, в основном у нас и войны были. Как нет мяса у нас, так в стране, так мы воюем. Настреляем сколько надо, в общем, потом, говорит, остановимся. А потом спросили, говорит, у вас тоже, говорит, была большая война какая-то? Я говорю, да, была. И сколько погибло? Миллионов 30. Они говорят, ну что, всех съели? Я говорю, нет. А зачем же, говорит, тогда воевали? Тоже такая шутка. Ну, в общем, есть такое поверье, что для того, чтобы тебе там лучше бегать, надо отъесть коленную чашечку у человека, который хороший спортсмен. Я даже пытался предложить это нашим там в команде стайеров. Вот. Без всяких тренировок съел у кого-нибудь. В общем, нужно пару своих товарищей съесть по команде. Или вообще... Для того, чтобы самому стать лучше, надо съесть пару хороших людей, что мы часто и делаем, в общем, в жизни, верно? Ну, хорошо. Теперь еще одна шуточная песня, древняя песня, старая. Вот, но я обязательно хочу вам ее напомнить. Называется антиалкогольная такая. «Ой, где был я вчера». Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей, и целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать. Ты, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать. Ты, говорят, голым скакал, ты, говорят, песни орал. А отец говорил, у тебя генерал. А потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами. А потом кончил пить, потому что устал. Начал об пол крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились. Кто плювал мне в лицо, а кто водку лил в рот. А какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность слову храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную. «Развяжите!» — кричал, да и дело с концом развязали. Но вилки попрятали, тут вообще начало. Не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, ой, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь, помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. А вот песня «Впечатление» от лекции о международном положении, которая была прочитана в Бутырской тюрьме, посаженным туда на 15 суток за хулиганство. Вот он рассказывает примерно так. Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришибились, надеясь на авось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан.
церковники, хлебальники разинули. Замешкался маленько Ватикан, мы тут им папу римского подкинули. Из наших, из поляков, из славян. В Нарафамин сижу на нарах, я в Нарафаминске я. Когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы место шаха проворонили, нам и этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, аятолла и даже Хамини. Всю жизнь свою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот место Голды Меир мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Моше Даян без глаза был и ранее, другой бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас вы ранее, то я готов поехать в Тель-Авив. Возможностей хоть впору вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следите за больными умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, лишь дайте только волю, мужики. Лишь дайте только волю, мужики. Спасибо. Хорошо. Значит, теперь тоже, может быть, из прежнего. Называется песня такая автомобильная тематика. Сейчас пойдут сериями. Вот я вам спою несколько песен, которые связаны обязательно с машинами и с дорогами. Первые песни, ну, конечно, это не про них, но все равно. Песня называется, первая песня называется «Дорожная история». Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Бродяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал. Ночь, полночь, ну надо ж так под Новый год. Назад 500, 500 вперед, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500 и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и их тот, кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза, и холодно спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то вбок. Я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот.
Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. Вы знаете, я вам так скажу, что аплодисменты в таких случаях, это, в общем, дело второе или третье. Потому что я вообще начинал, когда писать свои песни, я никогда не рассчитывал на то, что у меня будет в будущем большие аудитории, там стадионы, или даже вот такие вот компании большие, как сегодня. Я предполагал это писать для очень маленькой группы своих близких друзей. Мы жили в Москве много лет тому назад, в квартире в Большом Каретном, у моего друга, у Лёвы Кочеряна в течение 1,5 лет. Там хорошая компания собиралась, там бывал часто и с нами вместе провел эти годы и Вася Шукшин, и Тарковский Андрей, Макаров такой Артур, там Толя Утевский, вот ваш знакомый, Туманов Миша. В общем, многие-то даже из присутствующих здесь их знают, но, к сожалению, 2 из них уже не живут. Я написал на смерть Васи Шукшина стихи, которые... Единственный журнал сразу предложился, это Ленинградский журнал, но потом и они тоже чего-то такое там, я не знаю почему, они отказались, стали карнать, вот, но я эти стихи оставил, сохранил, я их не пою, это, может быть, немножечко, да, уже ни холодов, ни льдин, земля тепла, красна калина, а в землю лег еще один на новодевичьем мужчина. Смерть самых лучших выбирает и дергает по одному. И еще один ушел во тьму. Не поздоровилось ему, не буйствует и не скучает. А был бы разен в этот год натура где, Онега, Нарочь, все печки, лавочки, Макарыч. Такой твой парень не живет. Ну, я ее просто не хочу, это длинная, довольно большая поэма. Вот, я к чему начал этот рассказ, совсем даже не к тому, чтобы прочитать эти стихи, хорошо, что такая импровизация, а к тому, что я просто, тогда выработалась такая манера дружественная, раскованная, непринужденность, я как себя чувствовал свободно, потому что это были мои близкие друзья, я знал, что все, что я им буду петь и рассказывать, им интересно, и так же, как от них получать. В общем, эти песни, я думаю, стали известны именно из-за того, что у них такой вот дружеский настрой, желание что-то рассказать вот так друзьям. Вот, и поэтому я совсем никогда не настаиваю, хотя легенды теперь ходят по России, что, мол, дескать, одни из многочисленных рассказов, много, вот одна легенда такая, что я не люблю, когда аплодируют, и поэтому люди боятся даже. Приходишь в некоторые залы, что-то спел, некоторые захлопали, потом что-то перестали. Я нормальный человек, я к этому отношусь с уважением, ко всему, что делаете вы, моя публика. Потому что если вам вообще, вы знаете, здесь может быть немножко по-другому, но для меня самовыражение вот такого рода, когда мне наплевать там, как реагирует зал, это блеф, это все неправда. Все равно все делается для людей, которые здесь сидят, а не для того, чтобы самому, дескать, как вот он выложился, там, темпераментно покричал. Нет, это неправда. Все делается для людей. Поэтому меня интересует ваша реакция и как вы к этому относитесь. Но это не самое главное. Теперь я хочу вам следующую песню. Это шуточная песня, которая называется... Песня автозавистника. Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей. Глядь мне навстречу, нагло прет капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду. Визг тормозов мне как романс о 3 рублях. Зато я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях». Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг, очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Но ничего, я к старой тактике пришел.
ушел в подполье, пусть ругают за прогул. Сегодня ночью я 3 шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул. Дверь проломить купил, а отбойный молоток. Электродрель, попробуй крышу пропили. Не дам порочить наш Совейский городок, где пиво варят золотое «Жигули». И потому он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг, очкастый честный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Мне за грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал, и я б их стенки ставил через одного и направлял на их груженый самосвал. Но скоро я машину сделаю свою, все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля «Метрополь». Нет, что это ёкнуло, ведь части свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй. Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг, очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых москвичах. А вот я не знаю, в этой пластинке было, потому что я в Нью-Йорке тоже менял немножко программу, и я пел там такую песню, которая называется «Горизонт». Все, безусловно, ее, если интересовались, знаете, потому что эта песня прежняя, давнишняя песня, но я ее очень люблю, и я ее хочу вам спеть. Да? Тогда ладно. Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте мой финиш горизонта, лента край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб ехать по шоссе, и только по шоссе, бесповоротно наматываю мили на кардан и еду параллельно проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу трос натянут. Но стрелки я топлю на этих скоростях, песчинка обретает силу пули, и я сжимаю руль до судорог в кистях. Успеть, пока болты не затянули, наматываю мили на кардан и еду вертикально к проводам. Завинчивают гайки побыстрее, не то поднимут трос как раз где шея, и плавится асфальт, протекторы кипят, под ложечкой сосет от близости развязки. Я голой грудью рву натянутый канат. Я жив, снимите черные повязки. Кто вынудил меня на жесткое пари, нечистоплотный в споре и расчетах? Азарт меня пьянит, но как ни говори, я торможу на скользких поворотах, наматываю мили на кардан, назло канатам, тросам, проводам. Вы только проигравших в горизонте, когда я появлюсь на горизонте. Мой финиш, горизонт, по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом. Канат не пересек мой шейный позвонок, но из кустов стреляют по колесам. Меня ведь не рубли на гонку завели, меня просили, миг не проворонь ты. Узнай, а есть предел там на краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты? Наматываю мили на кардан и пулю в скат влепить себе не дам.
но тормоза отказывают. Кода! Я горизонт промахиваю с хода. Спасибо. Я спою колею. Я потом, то, что вы попросите, потом вам скажу, давайте теперь заказывать, потому что я хочу еще и кое-что новое спеть, и чтобы не забыть, у меня так выстроилась программа, хорошо? А потом вы будете меня просить, что вы любите. Я постараюсь не всем, ладно? Значит, теперь вот песня, без которой совсем неуместно. Вернее, не ко времени. Концерты проводить. Эта песня называется «Москва-Одесса». Вот. В который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем, стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас летит Ашхабад, да, открытый Киев, Харьков, Кишинев, и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда меня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно стюардесса приглашает, доступная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний закуток, который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток. Париж открыт, но мне туда не надо. Я прав? Нет, как там дальше? А? Я прав, хоть плачь, хоть смейся? Нет, там еще один куплет есть. Нет. Слетим мы распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Но я уже не верю ни во что. Меня не примут, опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада. Открытый Лондон, Дели, Магадан. Открыто все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройной, как тут, а стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до 8, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Вы знаете, у меня есть такой прием, уже выработался в выступлениях, я нарочно забываю, и люди подсказывают текст из зала. Таким образом, я точно знаю осведомленность аудитории. Мне очень везет. Я так соображаю, что значит, они знают, что нет. Но сегодня я на самом деле так забыл, потому что начал вспоминать, что я начал писать новую песню. Будет она называться «Через 10 лет все так же». Она начинается такими строчками, которые я хотел спеть. Вот маленький кусочек я вам спою. И я вроде никуда не вылетаю. Я вроде просто время коротаю. 103 другим таким же побратим. Мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. В буфете взяли кожу индюка. Бррр. Теперь снуем до ветра в темноту, а на дворе кончается декабрь, и
Новый год в Москву летит на ту. Ну, он там сел в Красноярске Новый год и не пришел в Москву. Пришел с опозданием на 3 дня. И последней будет строчки этой песни. Но слышу, пассажиры за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Вот, так что я ее начал вспоминать, поэтому немножко запамятовал. Теперь песня про другой вылет. Называется она «Инструкция перед поездкой за рубеж». Я вчера закончил ковку, я 2 плана залудил и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя и инструктора послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бытово. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной как с братом про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай: нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, ты экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может, скажут, пейте, ешьте, но может, ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут с советских граждан ни гроша. Но буржуазный, зараза, там всюду ходить по пятам. Опасайся пуще глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком, а сама наложить тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Ну тут давай его пытать я, опасаюсь, маху дам. Как проверить, лезь под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их, а не вникнут, разъяснять. Но я ж по-ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого в своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец. Сплю с женой, а мне не спится. Дусь, адусь. Может, я без границы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я сбегу. Я на ихнем ни белемест, ни гугу. Дуси дремлить, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне спросонок, знаешь, коль не зуди. Что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дусь и дусь. Обещал, забыл ты нечто? Ну, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Мне хоть черта в ступи привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они из Поволжья, как и мы. А вот еще песня такая, немножко из другой области, сибирская. Называется она «Про речку Вачу и попутчицу Валю». Это, значит, для справки, может быть, забыли, значит, бичи – это такие люди, которые раньше они в основном плавали.
А потом они перестали плавать, как-то они начали спиваться. Их в Магадане много, в Бодайбо. Это такие, они все время мигрируют. То прибьются к геологам, то там к старателям. Короче говоря, они все пытаются вырваться. Некоторым удается, а некоторым не сразу. Вот про это песня. Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Где-то жить, живи и грейся, хрен вам пули и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя тельняшка, 40 полос, 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача? Разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу, ни торчу. Взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней. Подсчитали, отобрали за еду туда-сюда, ну а 4000 дали под расчет. Вот это да! Рассовал я их в карманы, где и рубь не ночевал. И уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны. Позабыть, как бичевал. Выпью, там такая чача за советчика бича. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки. А на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, а мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. Тот да сёд да тралли-вали, как узнала про рубли. Слово по слову Вали. Деньги по столу шныряли, с Валей вместе и сошли. С нею вышла незадача, но я и это залечу. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток 5 как просквозило, море вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отбатрачу, я их все прохохотал. Где вы, рассыпанные, хоть ругайся, хоть кричи. Снова ваш я, дорогие, магаданские родные, незабвенные бичи. Мимо носа носят чачу, мимо рота аллычу. Я на вачу еду, плачу, над собою хохочу. Вот еще шуточная песня. Называется «Диалог у телевизора». Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Вань, размалеванный, а голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёсь у меня. А чем болтать, взяла б, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что не пойдешь? Ну я один, подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет. На нашей 5-й швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань и пьют всегда в такую рань, такую дрянь. Мои друзья хоть не в баллоне, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии. Хоть поутру, да на свои. А у тебя самой-то, Зин,
приятель был с завода шин, то кто-то вообще хлебал бензин. Ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики. Нет, я ей-богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань? Ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань. Обидно, Вань. Уж ты, Зин, лучше помолчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты ли? Да я же их читал. К тому же и эту майку, Зин, тебе на 5 позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зин, на грубость нарывайся. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один. Ну вот, теперь песня, которая является как бы второй серией или концом песни «Охота на волков». Эта песня называется «Охота с вертолетов» или «Где вы, волки?». Словно бритва рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезам. Появились стрелки, на помине легки, и взлетели стрекозы с протухшей реки. Потеха пошла в две руки вылегли на живот и убрали клыки. Даже тот, кто нырял под флажки, чуял волчьи ямы подушками лап. Тот, кому даже пуля догнать не могла б, тоже в страхе взапрел и прилег, и ослаб. Чтобы жизнь улыбалась волкам, не слыхал. Зря мы любим ее однолюбы. Вот у смерти красивый широкий оскал и здоровые крепкие зубы. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, псам еще не намылены холки, но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. Мы ползли, по собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав. Или с неба возмездие на нас пролилось, или света конец, и в мозгах перекос. Только били нас в рост из железных стрекоз. Кровью вымокли мы под свинцовым дождем и смирились, решив, все равно не уйдем. Животами горячими плавили снег. Эту бойню затеял не бог, человек, улетающим в лед, убегающим в бег. Свора псов, ты со стаей моей не бежись, в равной сваре за нами удача, волки мы, хороша наша волчья жизнь. Вы собаки, и смерть вам собачья. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, чтобы в корне пресечь кривотолки. Но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. К лесу, там хоть немногих из вас берегу. К лесу, волки, труднее убить на бегу. Уносите же ноги, спасайте щенков. Я мечусь на глазах полупьяных стрелков и скликаю заблудшие души волков. Те, кто жив, затаились на том берегу. Что могу я один? Ничего не могу. Отказали глаза, притупили
притупилось чутье. Где вы, волки, былое лесное зверье? Где же ты, желтоглазое племя мое? Я живу, но теперь окружают меня звери, волчьих не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня. Мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, обнажаю гнилые осколки, а на татуированном кровью снегу тает роспись, мы больше не волки. Тает роспись, мы больше не волки. Тает роспись, мы больше не волки. Значит, теперь я обязательно хочу вам спеть песню, которая называется «Баллада о детстве». Или «Старый дом», я еще ее называю. Это песня про детство московское. Тут говорят много харьковчан, да, в общем, отовсюду люди. Это не важно, из какого города эта песня. В общем, баллада о детстве. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брели в этапы длинные. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце 3 луча сквозь дыры крыш просеяно. На Евдоким Кириллыча и Гисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел из пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чё ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия. Пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели.
Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннелей выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле. В Риме слухи «живи да тужи». Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, а от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники. На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было время, и цены снижали. И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз. Вот еще шутка такая, но она старая, правда, но все-таки я ее спою. Называется она «Поездка в город». Может быть, это что-нибудь напомнит тоже кому-нибудь. Я самый непьющий из всех мужиков. Во мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез нахе с ейным мужем под дахе, чтобы брату с бабой кофе растворимый, 2 невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому по порядку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил за подкладку. Ну, значит, брату 2 дахи, сестрин муж ему духи. Тесть сказал: давай бери, что попадется. 2 невесткам по ковру, зятю заячью икру, кум водки литр 2, пущай сольется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью к плащам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню, шубу просит брат, куму с бабой все подряд, тестю водки ереванского разливу, 2 невесткам по ковру, зятю заячью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад? Но вот я напрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары, так что растворимые мне махры. Зять подохнет без икры, тестю, мол, даешь духи для похмелки. 2 невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот и это желтое в тарелке. Не помню про фунты, про стервенье слов, сраженный ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? И зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять даху? Зятю кофе на меху, тестю хрена кум и пивом обойдется. И где мне взять коньяк пуху, растворимую сноху? Ну а брат и с самогоном перепьется. Теперь песня шуточная, которая называется
Случай на таможне. На Шереметьево в ноябре 3-го Медьево условий не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртного лишку загрузил, а впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахнет. За ноги надо потрясти, глядишь, оно и звякнет. И точно, ниже живота смешно, да не до смеху, висели 2 литых креста 15 веку. Ох, как он и сетовал, где закон, нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине 5-го не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем год от года. Распятия нам самим теперь нужны. Они богатство нашего народа, хотя и пережиток старины. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге вместо косточки трептих. Зачем вам складен пассажир? Купили бы за 3, березки русский сувенир, хармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами этот, что статуи был лишен. Малый с подковыркой он цыкнул зубом с дыркою, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало. Таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтоб Богосток с распятий не пропал. Таскают кто иконостас, кто крестик, кто иконку. Так веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, вот он я, слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот синий крестик выколот, но я скажу, что и это красный крест. Один мулла трептих запрятал в книге. Да, контрабанда и это ремесло. И я пальцы сжал в кармане в виде фиги, на всякий случай, чтобы пронесло. Арабы нынче, ну Европу поприжали, а мы в 6-дневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом, и возят нашу Христа навстречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое, и дело, и родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвитель ханыгу, разденут стыд и срам при всех святых, найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест царапывал, кляня судьбу себя все вкупе, но тут вступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь, мол, вы не трогайте его, мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ. Ну и, наконец, я закончу официальную часть своего выступления песней, которую обычно я или начинаю, или заканчиваю. Называется она «Братские могилы». Это песня, с которой я вообще начинал. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Спасибо. Ну вот, ну теперь я слушаю вас, что вы скажете. Не по поводу того, как я чего для вас сделал, там понравилось вам или нет. А что-нибудь вас, если интересует. Вот, например, я хотел вам рассказать, что последняя премьера театра на Таганке, если есть москвичи, да даже и не москвичи, а просто имеют интерес к театру, это было «Преступление и наказание», в котором я тоже играл роль Свидригайлова. Это такая, впервые такая трактовка, о которой очень много писал Достоевский. В связи с этим пока мы испытываем молчание прессы по поводу спектакля, они пока не рискуют высказываться, но все равно уже идут разговоры о том, что это впервые так поставлен Достоевский вообще на русской сцене. Ну, в отличие от всех прежних спектаклей, там нет никаких эффектов, там голая пустая сцена, свет и все. Такой очень скромными средствами сделанный спектакль. Из кино я закончил только что 5 серий картины, которая называется «Эра милосердия» по братьям Вайнерам. Это 46-й год, «Черная кошка», банда такая была там. Вот я первый раз в жизни в своей играю роль, ну, он не следователь, а он такой уполномоченный, такой сам из бывших. Вот, это первая моя роль. Как я помню, Бельмондо писали, впервые роль полицейского. Вот, значит, я впервые роль, но если не милиционера, то рядом. Вот, но она очень интересная работа. Выйдет картина где-то в сентябре, в октябре месяце. А теперь собираюсь играть и должен по приезде 18 числа уже приступать, как ни странно, роль Дон Жуана в «Маленьких трагедиях» пушкинских у Швейцера, да. И он замечательный режиссер. Я с ним работал уже, мы с ним делали картину «МакКинли», правда, неудачно, потому что оттуда вынули все песни, все баллады, но не по его вине. А теперь это будет картина тоже в 3 сериях. Я думаю даже, что вы ее увидите, потому что ее на корню закупили здесь и в Канаде, и в Америке. По самому началу, только еще по прочтению сценария, потому что он очень здорово сделан. Возможно так, что вы встретитесь и с экрана с этой вещью. Вот, и сейчас вот будет у нас 15-летний юбилей театра 23 числа. Почему я так тороплюсь? К сожалению, мне жалко уезжать так быстро. Отсюда надо было поглядеть еще немножечко, потому что все новые впечатления, которые я получаю в мире, они основа всего того, что я дальше пишу. И, конечно, хотелось бы и пообщаться, и поглядеть не только страну, но больше всего людей. Вот. Ну и, пожалуй, вот так все, что я хотел вам на сегодняшний день сделать. А теперь, если вас что-то интересует, я вас слушаю. На большой каретный? Бывший языка, ну так если вы бывший языка, так вы даже его лучше знаете, чем я. Вот, не в этом дело. Значит, я сейчас тогда сделаю так. Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в котором вы встретите знакомые строки из первых так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя, в общем, многие люди за это, значит, сетовали всячески. Я считаю, что они колоссальную мне принесли пользу в смысле работы над формой, очистки, простоты, такой, ну как сказать, нарочитой, кажущейся примитивизации мелодии, чтобы это было сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю, прежние свои песни. И я хочу вам маленькой такой попурри из этих песен спеть.
Все позади, и КПЗ, и суд, и прокуроры, даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда меня пошлют. Ты уехала на короткий срок, снова свидеться нам не дай бог, а меня в товарный и на восток, и на прииски подай бог. Не заплачешь ты и не станешь ждать, навещать не станешь родных. Ну а мне плевать, я здесь добывать буду золото для страны. Все закончилось, смолкнул стук колес, шпалы кончились, рельсов нет. Эх, бы взвыть сейчас, жалко нету слез, слезы кончились на 7 лет. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходит двое с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не увозите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож, мне в спину забрали Катерину, и следователь стал меня главней. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют. За меня враги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют. За меня враги. Что ж ты, зараза, бровь себе подбрила, но для чего надела синий свой берет? И куда ты, стерева, лыжи навострила? От меня не скроешь ты в наш клуб 2-й билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, что для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время, что это замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Красное, зеленое, желтое, лиловое, самые красивые, а на твои бока. А если что дешевое, то новое, фартовое, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерву неприкрытую, сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда испитая, здоровая, не битая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги словно с неба сыпались крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло, исчезло, словно с яблок белый дым. Бог с тобой, с проклятою, с твоей верной клятвою о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя потлатаю, тебя саму и мать твою, живи себе как хочешь, я уехал навсегда. Где твои 17 лет на большом каретном? А где начало твоих бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал, еще бы ведь. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твоих 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь, стало все по новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, и где ты не бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Еще бы ведь, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Спасибо вам большое. Ребята, вы знаете, может, я еще и завтра
Я вам в самом начале сказал, их 800, их же все равно, это надо на пару недель с водкой собереться где-нибудь тогда, и то без еды, чтобы не терять время. Потому что я уже пробовал у них. А? Нет, я понял, что здесь, я, ребята, понял. Одна только. Такая, я ее спою завтра. Володя, очень ранее. Значит, я вот... Ребят, я вас уверяю, я этого почти никогда не делаю даже там. Я сегодня спел очень много песен, которых почти никто не слышал даже в Союзе. Понимаете? Вместо того, чтобы петь то, что вы знаете. Зачем же? Так что можно было петь и кони, и все остальное, что попало, но тогда не петь других. Ведь или одно, или другое. Все же нельзя успеть. Колею я обещал, правда. Сам виноват, и слезы лью, и охаю. Попал в чужую колею глубокую. Я цели намечал свои на выбор сам, а вот теперь из колеи не выбраться. Крутые скользкие края имеет эта колея, я кляну проложивших ее. Скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не стукнет, не притрет, не жалуйся. Желаешь двигаться вперед, пожалуйста. Отказа нет в еде, питье, в уютной этой колее. И я живо себя убедил, не один я в нее угодил. Так держать колесо в колесе, и доеду туда, куда все. Вот кто-то крикнул, сам не свой, а ну пусти, и начал спорить с колеей по глупости. Он спорит, сжег запас до дна тепла души, и полетели клапана, и вкладыши. Но покорежил он края, и шире стала колея. Вдруг его обрывается след, чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колее проезжать. Вот ко мне пришла беда, стартер заел. Теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо повыйти, подтолкнуть, но прыти нет. Авось подъедет кто-нибудь и выйти нет. Напрасно жду подмоги я. Чужая эта колея, расплеваться бы глиной и ржой. С колеей этой самой чужой, ведь тем, что я ее сам углубил, я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный под до косточки, и я прошел чуть вперед по досточке. Гляжу, размыли край ручьи весенние, там выезд есть из колеи, спасение. Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею. Эй, вы задние, делай как и я. Это значит, не надо за мной. Колея — это только моя. Выбирайтесь своей колеей. Выбирайтесь своей колеей. Выбирайтесь своей колеей. Вот теперь я вас действительно благодарю за то, что вы пришли. И очень рад, что здесь существует интерес к этим песням. И он будет еще больше, я вас уверяю, не только в связи со вновь пребывающими, а и потому что, и не только в связи с ностальгией, а из-за того, что это основа, которая заложена вот этого вот, которого, может быть, и существует здесь, но, может быть, из-за языка не так доступно и понятно, вот это вот общение авторской, путем авторской песни, я думаю, это, в общем, история и дело, которое не упадет, а наоборот будет подниматься и здесь, и там. Я надеюсь, в связи с этим с вами еще встретиться, и уверен, что это когда-то произойдет, может быть, не так скоро. А сейчас всего вам доброго, дорогие. А?
Поблагодарим Володю и надеемся, что не забудет Торонто. Володя, почаще к нам.